Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для тельцов. Посмотрим, что ждет на этой неделе вас. Итак, у нас основная карта недели двойка жезлов. Эта карта показывает, каким вы будете на этой неделе, да, что именно с вами будет происходить. Но по двойке жезлов, скорее всего, мы будем выходить на какие-то новые связи, будем знакомиться с новыми людьми, заводить какие-то новые проекты, делиться своей ответственностью. В общем, двойка жезлов, она как-то позволяет нам расшириться, уйти от того, чтобы мы брали ответственность только на себя, чтобы мы зависели в своих там делах, в своих отношениях только от того, к чему привыкли, да. То есть здесь у нас уже идет какое-то изменение. Двойка жезлов говорит о том, что очень важно на этой неделе начинать. Это могут быть начало отношений, это может быть начало работы, проектов, бизнеса, открытие какого-то нового источника дохода. В общем, все, что будет касаться нового. Также эта карта говорит о том, что вы будете очень уверены в себе, вы будете, может быть, даже делиться своим опытом. Знаете, вот обычно у этой карты такой девиз: «Я могу», «Я уверен в себе», или «Я вам сейчас покажу, как надо делать», да, то есть вот как бы вот в таком настроении вы будете проводить эту неделю. Может быть, кстати, очень часто по этой карте происходит смена имиджа, внешности, там, прически. Все, что касается, знаете, того, как нас люди воспринимают, здесь вот может мы вообще совершенно в новом каком-то образе предстанем перед теми людьми, которые к нам привыкли, вот к какому-то нашему определенному виду, внешности, стилю, да, и вот они могут очень удивиться. Мы и сами можем даже себя удивить. Кроме того, карта говорит о том, что, скорее всего, будет желание заняться вопросами транспорта. Вот если для вас это важно, да, тут покупка, продажа, может быть, это какой-то новый автомобиль, может быть, кстати, обучение, да, для того, чтобы успешно потом водить автомобиль. Кроме того, здесь занятия спортом могут быть, приобретение различных вещей для спорта, там одежды, тренажеров и так далее. Ну и, конечно, очень часто эта карта связана со здоровьем, то есть очень хорошее здоровье, если болели, тут улучшение идет. Может быть, знаете, мы какой-то новый способ решения проблем придумали, да, вот у нас, допустим, было какое-то привычное поведение, а мы теперь вообще меняем все это. Или, может быть, у нас мысли меняются, то есть мы совершенно по-новому начинаем думать и относиться к жизни. Что тут еще может быть? Кстати, очень часто эта карта связана с какой-то конкуренцией. Вот я и другие люди, да, то есть что-то такое здесь может происходить. В личных отношениях, кстати, тоже. Теперь посмотрим, что у нас в отношениях. В отношениях у нас выпадает карта Иерофант. Это карта таких как бы вечных ценностей, нравственности, семейных ценностей. И вот, видимо, эти вопросы, они начинают выходить наружу. Здесь, кстати, может быть, это обрядовая карта, может быть, регистрация брака для кого-то, может быть, там крещение ребенка или еще что-то такое. Да даже просто поход в церковь, допустим, для кого-то может важным моментом стать. Для кого-то, может быть, кстати, и просто, знаете, как признать свои ошибки перед своим партнером, мужем, женой, да, и попросить прощения, то есть может так проигрываться. И также вот эта карта очень часто связана и с деньгами семьи, то есть когда у нас общие есть какие-то деньги, которые мы тратим вот на нужды нашего дома, на нужды детей и так далее. А для тех, кто не в паре, для тех, кто в поиске партнера, выпадает замечательная карта «Кольцо». И вот в сочетании с этим арканом старшим говорит о том, что вы можете встретить человека, с которым
свяжете свою жизнь надолго, да, с которым можете заключить брак, впоследствии там будет прочная, крепкая семья, прям традиционная, так как вот обычно, так как привычно, да. Для тех, кто в паре, здесь у нас выпадает карта якорь. Здесь могут быть ну, вопросы, которые касаются стабильности. Может быть, с деньгами какие-то сложности, и вы тут будете эти вопросы решать, обсуждать и так далее. А также это карта остановки какой-то, может быть, остановка в делах, в поступлении финансов, и это тоже будет как-то вот сложно, да, будете это решать, ну, как-то глобально придется решать этот вопрос, может быть, спрашивать совета у там родителей, допустим, просить их помощи. В общем, скорее всего, здесь нужно будет как-то стабильностью заниматься. Очень важно это становится для тельцов на этой неделе. Кроме того, якорь у нас еще говорит о какой-то, знаете, настойчивости, решительности, да. То есть вот я стою на своем и все. То есть, может быть, очень важно, допустим, один из партнеров колеблется в чем-то, да, а второй настаивает. Вот такие ситуации тоже могут быть проигрываться. И если вот ваша настойчивость, она оправдана, да, то есть если она не нарушает ничьих прав, то это хорошо. Для тех, кто в ссоре. Кстати, очень часто вот по этой карте приходит помощь от близкого окружения. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта медведь. И, знаете, скорее всего, вот по этой карте вы можете проявлять излишнюю какую-то настойчивость и давить на партнера, да, поэтому здесь нужно быть осторожней. Во-первых, нужно обязательно, чтобы партнер чувствовал, что он в равнозначных отношениях находится, что вы его не подавляете. И тогда, в принципе, вот можно наладить отношения. Но если оставить именно так все, один выше другого, да, один считает себя лучше другого, то тогда этот вопрос лучше и не решать даже, то есть лучше не мириться тогда. А для работы здесь выпадает паж жезлов. Карта говорит о том, что обновления идут полным ходом. Карта говорит о том, что, скорее всего, вам нужно будет пробовать себя вот в новом направлении. Паж жезлов – это у нас карта, связанная с, ну, скажем так, астрологически это Солнце во Льве. То есть Лев, он как бы требует от нас показать себя, свои таланты, победить, в общем, обратить на себя внимание, да, и Солнце как раз тому же самому способствует. То есть если мы сейчас вот как-то так активно себя ведем, привлекаем к себе внимание, показываем свои самые лучшие стороны, нас ждет успех. Для тех, кто в поиске работы, опять карта Солнца выпадает. Посмотрите, на карте здесь мост, то есть вы вполне можете поменять свое положение, да, были без работы, получаете работу, тем более по Солнцу как раз исполнение желаний идет. Для тех, у кого есть работа, выпадает карта ключ, карта неожиданностей, карта, когда решаются очень какие-то затянувшиеся ситуации, сложные вопросы, прям неожиданно может найтись решение. Даже здесь вот у нас два ключа, да, то есть может быть сразу два решения. Также эта карта говорит о том, что если у вас все было стабильно в работе, то могут быть какие-то резкие, неожиданные перемены. Также по этой карте очень часто приходит и зарплата, по этой карте очень часто приходит исполнение каких-то наших желаний. Так, что еще? Может быть, вы решать будете вот вопросы, которые у вас на работе возникают в работе через сети, через интернет. В общем, как-то с помощью, может быть, блогерства, да. В общем, как-то вы будете менять здесь направление. Но, в принципе, это соответствует и главной карте.
Какие-то новые планы, новые надежды здесь появляются. Если у вас бизнес, то карта говорит о том, что все как бы на дому происходит. Если он у вас еще на такую работу не переведен, да, на удаленную, когда офис дома, тогда, возможно, вы на этой неделе будете как раз этим заниматься. Либо, если у вас уже как бы все вы операции совершаете из дома, то как бы так все будет продолжаться, все будет очень успешно. Здесь семейный бизнес очень хорошо по этой карте идет. А здесь помощь от близких людей, здесь общие финансы, возможно, вливание общие в бизнес. Ну и также, конечно же, карта говорит о том, что могут решаться вопросы безопасности бизнеса, могут решаться вопросы, связанные со стабильностью в плане финансов. Если вы, может быть, продавали недвижимость, может быть, кто-то будет вкладывать деньги в бизнес, вот те деньги, которые от продажи. А теперь посмотрим финансы. Здесь у нас выпадает карта сила. Скорее всего, будет сложный момент, будет ситуация с финансами не так проста, как нам хочется. Может быть, будут обстоятельства давить. Кроме того, страх есть за будущее. Но карта говорит о том, что в силах мы справиться с этой ситуацией, если берем все в свои руки. Тем более, что у нас весь расклад призывает к активным действиям, к развитию, освоению новых каких-то направлений и так далее. То есть здесь вот мы можем взять быка за рога, скажем так, да, и решить эту ситуацию. Для тех, кто получает зарплату, карта говорит о том, что, может быть, в начале недели или там какая-то часть недели будет неясный вопрос с деньгами. Может быть, даже какая-то перемена в ситуации, может быть, допустим, понижение зарплаты или еще что-то такое, либо это просто слухи, да. Но во второй части недели, или, может быть, там в конце просто недели, уже какие-то перемены есть. Может, конечно, выйти на поверхность какой-то обман, может быть, разочарование какое-то будет в этом плане, но, смотрите, вы можете эту ситуацию решить, если не будете оставлять все на самотек. Теперь для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что ваши финансы только вот как бы начинают расти, да, только вы, так как вы осваиваете здесь что-то новое, то и доходы, естественно, небольшие. И, возможно, они идут пока что на рост вашего дела. Ну, в любом случае, здесь они есть, это уже хорошо. Теперь совет на неделю. Карта письмо выпадает. Совет такой. Нужно обязательно платить по счетам. Нужно обязательно считать вот финансы, да, куда вы их тратите, куда они уходят. Также карты различных документов, доверенностей, дипломов, все, что связано с бумагами и их оформлением. Если заключение договоров, то только официально, чтобы была там подпись, печать и так далее. Обязательно проверять, чтобы не было ошибок. Может быть, очень важное какое-то известие будет для вас, решающее, да, обращать на это внимание. Кроме того, по этой карте очень часто очень важные приходят письма там на почту, может быть, от новых знакомых. Вот обратить внимание на информацию, да, вот именно обращение людей, которых мы не знаем, что-то в них может быть очень важное для нас. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!